В марте 2021 года, когда следователи Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики вскрывали массивный сейф германского производства в частном офисе на окраине Бишкека, они нашли нечто, чего не ожидал увидеть ни один из присутствующих. За толстыми металлическими дверями, между пачками долларов и папками с контрактами, лежала обычная школьная тетрадь в синей обложке. На первой странице, выведенная крупным почерком «ЧТ». 2017-2020. 48 исписанных страниц, настолько личных, настолько откровенных, что даже ближайшие соратники бизнесмена не подозревали об их существовании. Но сразу после того, как содержание этих записей стало известно узкому кругу лиц, оригинал тетради исчез из хранилища улик при загадочных обстоятельствах. Кто распорядился изъять этот документ из-под государственной охраны? И главное, какие именно строки из дневника Чыныбая Турсунбекова оказались настолько опасными, что их нужно было стереть из официальной истории? Представьте себе человека, который 25 лет строил империю в одной из самых непредсказуемых постсоветских республик. Чыныбай Турсунбеков — имя, которое в Кыргызстане произносили с придыханием, кто-то с восхищением, кто-то со страхом, кто-то с завистью. Для публики он был успешным предпринимателем, щедрым меценатом, строителем мечетей и школ. Мужчина средних лет с располагающей улыбкой и дорогими костюмами западного покроя, умевший одинаково свободно говорить и с министрами, и с чабанами в далеких горных селах. Но за этой безупречной маской скрывалась другая личность, та, что вела дневник поздними вечерами, когда охрана дремала у дверей кабинета, а свет в высоких окнах особняка гас один за другим. Человек, который знал цену каждой рукопожатию, каждой улыбке, каждому публичному жесту. Человек, который записывал правду о своих сделках, своих страхах, своих союзниках и врагах, зная, что эта правда может его уничтожить. Дневник начинается с даты 15 января 2017 года. Именно в этот день Турсунбеков принял решение, которое изменило траекторию его бизнеса, как теперь понимают эксперты, предопределило его дальнейшую судьбу. «Сегодня я впервые почувствовал настоящий страх», пишет он ровным почерком, без помарок, словно диктуя самому себе приговор. Не за деньги. Не за репутацию. Страх за то, что я больше не контролирую процесс. Система, которую я помогал создавать, начала жить своей жизнью, и теперь я лишь один из винтиков в ней. Что произошло в тот зимний день? Эксперты, изучившие копии страниц дневника до их исчезновения, указывают на встречу с высокопоставленным чиновником, имя зашифровано инициалами А.Б, который потребовал от предпринимателя участия в большой игре. Речь шла о схеме, которая связывала бизнес, политику и теневые финансовые потоки через 3 государственные границы. Чыныбай Турсунбеков родился в небольшом селе на юге Кыргызстана, в семье, где деньги считали сомами, а не долларами. Его отец работал водителем, мать торговала на базаре домашними продуктами. Обычно советская, а затем постсоветская история взросления в условиях, когда государство рушилось, экономика лихорадила, а выжить означало научиться быстро адаптироваться. В 90-е годы, когда Кыргызстан обретал независимость и хаотичную свободу одновременно, молодой Чыныбай торговал на том же базаре, что и его мать, только уже не молоком и яйцами, а импортными товарами из Китая. Одежда, электроника, бытовая техника — все, что можно было купить дешево за границей и продать с наценкой на родине. Он не был гением бизнеса с рождения, но обладал качествами более важными в той реальности — интуицией, умением налаживать связи и полным отсутствием страха перед риском. К концу 90-х у него уже была сеть торговых точек в 3 крупнейших городах республики. К середине 2000-х доля в строительном бизнесе, недвижимость в столице, контракты с государственными структурами на поставку оборудования. К 2010-му негласный статус одного из самых влиятельных предпринимателей страны, человека, с которым советовались даже те, кто официально стоял выше в иерархии власти. Но в дневнике Турсунбеков пишет не о успехах. Он пишет о цене, которую платил за каждый шаг вверх по этой лестнице. 23 марта 2017 года. Подписал контракт на поставку медицинского оборудования в 3 областные больницы. Официальная сумма — $2 миллиона.
Реальная стоимость оборудования — 700 тысяч. Разница. Я знаю, кому уходит каждый цент этой разницы. Я знаю фамилии, должности, банковские счета. И они знают, что я знаю. Это называется взаимное страхование. Но чем больше я знаю, тем крепче цепь на моей шее. Эксперты называют эти записи экономической исповедью, детальным описанием коррупционных схем, в которых предприниматель был не организатором, а, по его собственным словам, обязательным участником. Система работала просто и безжалостно. Государственный тендер выигрывала компания Турсунбекова, но реальные условия контракта согласовывались не в залах заседаний, а в закрытых кабинетах и ресторанах, где цифры в договорах превращались в конверты с наличными. Листая страницы дневника, понимаешь, этот человек вел двойную жизнь не потому, что любил интриги или обманывал ради удовольствия. Он вел двойную жизнь, потому что иначе было нельзя выжить в экономике, где бизнес и власть срослись в единый организм, питающийся за счет государственных ресурсов. Публично Турсунбеков жертвовал на строительство мечетей. В дневнике он называет эти пожертвования инвестициями в социальный капитал, без которого любой бизнес в нашей стране обречен. Публично он участвовал в благотворительных акциях, помогал многодетным семьям, финансировал ремонт школ в отдаленных районах. В дневнике он описывает встречи с чиновниками, где эти жесты доброй воли обменивались на конкретные преференции: доступ к земельным участкам, льготные кредиты, закрытие неудобных налоговых проверок. «Я не покупаю лояльность», — пишет он в записи от 8 июня 2017. «Я покупаю возможность продолжать работать». В этой стране благотворительность не роскошь и не выбор. Это налог, который платишь не государству, а обществу, чтобы общество не задавало лишних вопросов. Циничность этих строк поражает, но еще больше поражает их честность. Турсунбеков не пытался обелить себя даже в личных записях, предназначенных, как казалось, только для его собственных глаз. Почему человек, который так тщательно скрывал истинное положение дел, вдруг решил все записать? Психологи, изучавшие фрагменты дневника, предполагают, это была форма самотерапии, попытка сохранить рассудок в условиях постоянного стресса и моральных компромиссов. Когда ты живешь в постоянной лжи, объясняет доктор психологических наук, специалист по поведению людей в экстремальных условиях, тебе нужен якорь реальности. Дневник становится этим якорем. Местом, где можно быть честным хотя бы с самим собой. Но была ли это единственная причина? Некоторые эксперты высказывают другую версию: Турсунбеков создавал страховку. Детальное описание схем, имен, сумм — это не исповедь, а компромат на всех участников системы. Если что-то пойдет не так, если его попытаются устранить или сделать козлом отпущения, этот дневник мог стать его последним аргументом в споре с властью. «Я храню эту тетрадь в сейфе, куда имею доступ только я», пишет он 27 июля 2017. Но если завтра меня не станет при подозрительных обстоятельствах, копия попадет в руки людей, которые смогут правильно ее использовать. Блеф или реальная подстраховка? Мы не знаем. Известно только, что оригинал исчез, а копии, если они действительно существовали, до сих пор не всплыли. Но что записывал Турсунбеков о людях, которые окружали его? О семье, друзьях, партнерах. И здесь дневник превращается из бизнес-хроники в человеческую драму. «Моя жена думает, что я работаю допоздна ради ее комфорта и будущего детей», записывает он 1 октября 2017. «Она не знает, что половина того, что я делаю, ради того, чтобы защитить их от последствий другой половины моих дел». Турсунбеков был женат, имел 3 детей, 2 сыновей и дочь. Семья жила в роскошном особняке в престижном районе Бишкека, дети учились в частных школах, летом семья отдыхала в Европе или на турецких курортах. Идеальная картинка успеха. Но за этой картинкой текст из дневника. Иногда я смотрю на своих детей и думаю, какое будущее я им готовлю. Они растут в мире, где деньги решают все, где правила существуют только на бумаге, где ложь — это не порок, а необходимость. Я хотел дать им лучшую жизнь, чем была у меня. Но какой ценой? Эти строки написаны рукой человека, который понимал, его империя построена на зыбкой почве компромиссов,
и любой сдвиг в политической тектонике может обрушить все в один миг. Так кто же был рядом с ним на самом деле? Кому Турсунбеков доверял по-настоящему? Дневник называет несколько имен, зашифрованных инициалами, но достаточно узнаваемых для тех, кто знает контекст. Сточка, по всей видимости, его старший партнер по бизнесу, человек, с которым Турсунбеков работал с начала 2000-х. М.Т., вероятно, один из высокопоставленных чиновников, курировавших экономический блок правительства. А.Б. Имя, которое всплывает чаще всего и всегда в тревожном контексте. А.Б. позвонил поздним вечером, пишет предприниматель 5 ноября 2017. Сказал, что обстановка меняется, и нужно быть готовым к новым правилам игры. Я спросил, что конкретно изменится. Он не ответил, только повторил: «Будь готов». После этого разговора я не спал до утра. Кто такой этот А.Б? Следователи предполагают, что речь идет о представителе силовых структур, человеке, который имел реальную власть не на бумаге, а на практике, власть закрыть дело или открыть его, защитить или уничтожить. И похоже, именно этот человек начал менять правила игры, в которую Турсунбеков играл последние 20 лет. К концу 2017 года записи в дневнике становятся короче, но напряженнее. 23 декабря. Получил информацию, что против нескольких крупных предпринимателей готовятся дела. Фамилии не называют, но я чувствую, я в списке. 10 января 2018. Встретился с Точкак наедине. Он выглядел испуганным. Сказал, что система чистится, и лучше на время снизить активность. Я спросил, на какое время? Он пожал плечами. 3 февраля. Сегодня думал о том, чтобы все бросить. Продать бизнес, вывести деньги, уехать. Но куда? И главное, отпустят ли? Это уже не записки успешного предпринимателя. Это хроника нарастающей паранойи человека, который понимает, ловушка захлопывается, но не знает, когда именно и с какой стороны придет удар. И самое страшное в этих записях — ощущение неизбежности. Турсунбеков пишет как человек, который уже предчувствует финал, но не может изменить сценарий, потому что связан по рукам и ногам обязательствами, долгами, знанием чужих секретов, которые одновременно и защищают его, и делают мишенью. А теперь задайте себе вопрос: если этот дневник действительно содержал имена, суммы, описание схем, почему он исчез из государственного хранилища? Кому было выгодно стереть эти доказательства? И самое главное, существуют ли копии, о которых писал Турсунбеков, или это была лишь иллюзия защиты, последняя соломинка, за которую хватается тонущий человек? За 4 года до того, как следователи вскроют сейф с дневником, в летнюю ночь 2017 года, в особняк Турсунбекова поздно вечером пришел посетитель, которого охрана не зарегистрировала в журнале визитов. Это была не ошибка и не упущение. В окружении влиятельного предпринимателя существовал негласный список из нескольких имен людей, которые имели право на так называемые невидимые встречи. Разговоры без свидетелей, без протоколов, без следов. О чем именно говорили в кабинете той ночью, неизвестно, но сосед по элитному кварталу, выгуливавший собаку около 2 часов ночи, позже рассказывал следователям, что слышал повышенные голоса из окон особняка Турсунбекова. Не крики, но громкий напряженный спор. Когда посетитель покинул дом около 3 ночи, выражение его лица, как описал тот же свидетель, было каменным, словно человек принял очень трудное решение. А сам Чиныбай, по словам его личного водителя, на следующее утро выглядел так, будто постарел на 5 лет за одну ночь. Бледный, с темными кругами под глазами, молчаливый. Обычно разговорчивый предприниматель всю дорогу до офиса не проронил ни слова. Что произошло в ту ночь? Дневник дает зацепку, но не дает ответа. 27 июля 2017 года, пишет Турсунбеков на следующий день после загадочного визита. Вчера ко мне приходил человек, которого я считал союзником. Оказалось, у него свои планы, и я в них лишь фигура на доске. Он предложил сделку,
от которой невозможно отказаться, потому что отказ означает конец. Но согласие тоже означает конец, просто более медленный и мучительный. Я выбрал согласие, потому что хочу выиграть время. Время, чтобы найти выход. Или хотя бы подготовить тех, кто останется после меня. Криптичная запись, которая порождает больше вопросов, чем ответов. Какую сделку предложили предпринимателю? Почему он воспринял ее как приговор, а не как очередную деловую договоренность? И кто был этот человек, союзник, превратившийся в кукловода? Следователи, работавшие с материалами дела Турсунбекова уже после его трагического ухода из жизни, пытались восстановить круг его контактов в период с 2017 по 2020 год. Телефонные переговоры, встречи, финансовые транзакции — все это складывалось в картину человека, который постепенно терял контроль над собственной империей. В его окружении появились новые люди, представители силовых структур, чиновники из президентской администрации, бизнесмены из соседних государств. Старые партнеры, напротив, начали дистанцироваться. Сточкак избегает встреч, пишет Турсунбеков в сентябре 2017-го. Мы проработали вместе 15 лет, пережили 3 смены власти, заработали состояние. Но теперь он боится даже быть рядом со мной. Значит, он знает то, чего не знаю я. Или думает, что знает. Эта запись важна, потому что она показывает, изоляция Турсунбекова была не случайной. Кто-то методично выстраивал ситуацию, в которой предприниматель оказывался все более уязвимым, отрезанным от прежних источников поддержки. Но были ли у Турсунбекова враги в классическом понимании этого слова? Люди, желавшие его падения из личной мести или конкуренции. Дневник дает парадоксальный ответ: врагов не было, потому что все были врагами. В нашей системе нет друзей, записывает он холодным декабрьским вечером 2017-го. Есть временные союзники, чьи интересы на данный момент совпадают с твоими. Но стоит балансу сместиться, и вчерашний партнер становится угрозой. Потому что он знает о твоих слабостях. Он знает, где ты уязвим. И если его попросят или заставят, он использует это знание против тебя. Это мировоззрение человека, живущего в состоянии перманентной войны всех против всех. Мира, где доверие — непозволительная роскошь, а каждое рукопожатие может оказаться прелюдией к удару в спину. Легко осуждать такой цинизм. Но что, если он был не выбором, а реалистичным описанием той среды, в которой вращался предприниматель? Финансовые эксперты, изучавшие бизнес-операции Турсунбекова, обратили внимание на странную деталь. Начиная с осени 2017 года, он начал постепенно выводить активы из Кыргызстана. Не все сразу, не демонстративно, небольшими порциями, через сложные схемы с использованием офшорных компаний. К концу 2018 года примерно 30% его капитала находились за границей, в основном в недвижимости в Турции и а также на счетах в европейских банках. Готовился ли он к побегу? Или просто страховал семью на случай катастрофы? Деньги — это не цель, пишет он в апреле 2018-го. Деньги — это свобода. Свобода выбирать, где жить, чем заниматься, от кого не зависеть. Я отдал 25 лет своей жизни, чтобы заработать эту свободу. Но теперь понимаю, настоящей свободы нет и не было. Есть только иллюзия выбора в рамках чужих правил. Горькое осознание для человека, который всю жизнь считал себя хозяином своей судьбы. И вот здесь дневник приоткрывает завесу над тем, что можно назвать внутренним кругом Турсунбекова. Помимо деловых партнеров и официальных контактов, у него были люди, которых он условно называл своими. Телохранитель, работавший с ним больше 10 лет. Личный водитель, знавший все маршруты и все тайные встречи. Секретарь, через руки которой проходили все важные документы. Юрист, оформлявший все сделки и знавший все юридические скелеты в шкафу. Эти четверо, записывает предприниматель в мае 2018-го, единственные, кому я могу доверять. Не потому, что они святые или бескорыстные, а потому, что они связаны со мной так крепко,
что мой конец будет означать и их конец. Взаимная ответственность — единственная форма лояльности, которая работает в нашем мире. Холодный, рациональный расчет. Но правильный ли? События покажут, что даже эта взаимная ответственность имела пределы. Особенно трагичными выглядят записи о семье. Турсунбеков явно любил своих детей, но эта любовь была отравлена постоянным страхом за их будущее. «Старший сын хочет идти в бизнес», — пишет он летом 2018-го. «Он восхищается тем, чего я добился. Но он не знает, какой ценой. Он видит результат — особняк, машины, уважение. Он не видит бессонных ночей, сделок с совестью, страха, что однажды все рухнет. Я хочу отговорить его. Но как объяснить, не разрушив образ отца в его глазах? Вечная дилемма родителей, живущих двойной жизнью, защитить детей от правды, но тем самым обречь их на повторение твоих ошибок. Или рассказать правду, но разрушить их веру в тебя. Турсунбеков выбрал молчание. И эта запись показывает, как дорого ему это далось. А что говорит дневник о жене предпринимателя? Записей о ней немного, но они пронзительны. Она до сих пор смотрит на меня глазами девушки, которая 20 лет назад вышла замуж за небогатого торговца с базара, пишет Турсунбеков в июле 2018-го. Для нее я все еще тот парень, который обещал сделать ее счастливой. Она не видит, кем я стал. Не видит крови на этих деньгах, лжи в каждой улыбке, страха за каждым жестом щедрости. Для нее я успешный, любящий муж и отец. И я молюсь, чтобы она никогда не узнала правду. Эта запись сделана за 2 года до обыска в особняке. За 2 года до того, как жена Чаныбая узнает правду, не из его уст, а из протоколов следствия, газетных публикаций, пересудов соседей. Но это будет потом. А пока, в июле 2018-го, он все еще надеялся, что сможет защитить семью от последствий своих выборов. Дневник станет свидетелем того, как эта надежда будет медленно умирать. Страница за страницей. Запись за записью. До самого конца. Что знали личные врачи Чаныбая Турсунбекова о его настоящем состоянии? В 2018 году, когда предприниматель публично открывал новую детскую больницу в одном из районов Бишкека, улыбаясь перед камерами и произнося речь о важности заботы о здоровье нации, его собственное здоровье разрушалось изнутри. Никаких официальных диагнозов. Никаких больничных карт в государственных клиниках. Но частные медицинские архивы, к которым получили доступ следователи уже после трагедии, хранят список препаратов, заказанных для Турсунбекова в период с 2017 по 2020 год. Лекарства от гипертонии высокой степени. Препараты для сердца. Сильнодействующие снотворные. Антидепрессанты последнего поколения. Этот список раскрывает болезнь, которую предприниматель скрывал от всех, даже от собственной семьи, почти 3 года. Болезнь не тела, а духа. Медленное разрушение психики человека, живущего в постоянном стрессе, страхе и моральных компромиссах, которые становились все более невыносимыми. Дневник фиксирует начало этого распада с беспощадной точностью. Сентябрь 2018 года, запись сделана дрожащим почерком, совсем не похожим на ровные уверенные строки начала дневника. 3-ю ночь подряд не могу заснуть без таблеток. Врач говорит, давление подскочило до опасных показателей. Прописал новые лекарства, предупредил, нужно снизить уровень стресса. Я спросил, как именно я должен это сделать. Он промолчал, потому что мы оба знаем ответ «никак». Дальше идет абзац, вычеркнутый так яростно, что ручка прорвала бумагу. Что там было написано? Мы не узнаем. Но следующая сохранившаяся строка говорит, иногда думаю, что было бы, если бы я просто остановился. Когда у меня было достаточно. Когда я мог сказать «хватит» и уйти. Но я не остановился. Потому что в этой игре нельзя просто выйти. Можно только играть до конца.
что происходило в те месяцы с телом и разумом Ченыбая Турсунбекова. Личный водитель, давший показания следствию уже после событий, вспоминает детали, которые тогда казались незначительными. Осенью 2018-го он начал забывать вещи. Человек с феноменальной памятью, помнивший телефоны, даты, суммы контрактов без записей, вдруг переспрашивал, куда мы едем. Однажды мы подъехали к офису, он вышел из машины, прошел несколько шагов и остановился, глядя на здание, будто впервые его видит. Потом резко развернулся, сел обратно в машину и приказал ехать домой. Ничего не объяснил. Провалы в памяти. Приступы дезориентации. Панические атаки, которые он скрывал, стискивая зубы и вцепляясь в подлокотники кресла до белых костяшек пальцев. Он худел на глазах, рассказывает повар, работавший в особняке. Заказывал еду, но почти не притрагивался к тарелкам. Мог сидеть за столом 20 минут, глядя в одну точку, а потом встать и уйти, не сказав ни слова. Ночами в его кабинете горел свет до рассвета. Охранники слышали, как он ходит по комнате часами, мерные тяжелые шаги человека, не способного найти покой. А утром он выходил к машине в безупречном костюме, с деловой улыбкой, готовый к очередному дню переговоров, контрактов, публичных появлений. Двойная жизнь доводила его до безумия, но он продолжал играть роль до последнего. Медицинские документы показывают, в ноябре 2018-го Турсунбеков тайно обратился к кардиологу в частной клинике в Алматы. Не в Бишкеке, где любая информация могла утечь. Через границу, под чужим именем, в сопровождении только одного телохранителя. Обследование выявило серьезные проблемы с сердцем, аритмию, признаки ранней стадии сердечной недостаточности. Врач настаивал на госпитализации, курсе лечения, полном изменении образа жизни. «Вам нужен покой», — сказал кардиолог, согласно записи в медицинской карте. Минимум 3 месяца без работы, стресса, эмоциональных нагрузок. Иначе ваше сердце может не выдержать. Турсунбеков вышел из клиники с рецептами на лекарства и вернулся в Бишкек в тот же день. Никакой госпитализации. Никакого покоя. Он не мог себе позволить остановиться, потому что остановка означала потерю контроля, а потеря контроля в его положении означала катастрофу. Декабрь 2018-го, пишет он в дневнике сразу после визита в Алматы. Врач сказал, что я умираю. Не сейчас, не завтра, но медленно и неотвратимо, если не изменю жизнь. Но какой смысл менять жизнь, если эта жизнь — единственное, что у меня есть? Если я остановлюсь, я перестану быть собой. А если продолжу, я умру, оставаясь собой. Странный выбор для человека, который всю жизнь думал, что выбирает. Но было ли это разрушение только физическим? Психологический портрет Турсунбекова тех месяцев, составленный по воспоминаниям близких, показывает человека на грани. Нарастающая паранойя. Подозрение ко всем без исключения. Телохранитель вспоминает случай в январе 2019-го, когда Турсунбеков среди ночи разбудил всю охрану, требуя проверить периметр особняка, ему показалось, что кто-то проник на территорию. Проверка ничего не выявила. Ни следов, ни признаков проникновения. Но предприниматель не успокоился. Приказал установить дополнительные камеры, усилить охрану, проверить весь персонал на детекторе лжи. Он перестал доверять даже собственной тени, говорит телохранитель. Мы работали с ним 10 лет, через огонь и воду прошли, а он вдруг начал подозревать, что мы за ним следим, докладываем кому-то. Пытались объяснить, бесполезно. Он жил в своей реальности, где враги были повсюду. Была ли это паранойя следствием болезни? Или, наоборот, реалистичная оценка ситуации, в которой он действительно был окружен людьми, чья лояльность имела цену? Граница между здравой осторожностью и манией преследования стирается, когда живешь в мире, где предательство не исключение, а норма. Весной 2019-го записи в дневнике становятся отрывочными, хаотичными. Март. Не помню, какое число. Забыл принять таблетки. Или принял дважды. Голова раскалывается.
Пытался работать, но цифры в отчетах расплываются. Позвонил врачу, попросил увеличить дозу снотворного. Он отказался, сказал, что это опасно. Опасно. Что может быть опаснее, чем то, что я переживаю каждый день? Следующая запись через 2 недели. Апрель. Ночью приснился кошмар. Я в зале суда, меня судят, но я не слышу обвинений. Вижу только лица, все, кого я знал. Все смотрят на меня. Некоторые с жалостью. Большинство с удовлетворением. Проснулся в холодном поту. Понял, что это был не кошмар. Это предчувствие. Дневник человека, теряющего рассудок. Или пророчество о событиях, которые произойдут уже скоро. Иногда грань между безумием и даром предвидения настолько тонка, что не разглядеть, где кончается одно и начинается другое. Но даже в этом состоянии Турсунбеков продолжал вести бизнес, заключать сделки, появляться на публике. Видеозаписи тех месяцев сохранились, и они показывают мастера трансформации. На экране харизматичный, уверенный предприниматель, умеющий убедить, очаровать, договориться. Никаких признаков внутреннего распада. Идеальная маска успешного человека. Но те, кто смотрел эти записи, уже зная содержание дневника, говорят, в глазах видна пустота. Улыбка не доходит до глаз. Жесты выверенные, но механические, как у актера, давно разучившегося чувствовать роль, но продолжающего играть по привычке. «Я смотрю на себя в зеркало», — пишет он в мае 2019-го, «и не узнаю этого человека. Кто он? Что он делает в моем доме, в моей одежде, с моим лицом? Иногда думаю, может, я уже умер, а этот призрак продолжает жить мою жизнь, потому что не знает, как остановиться». Слова человека на грани психоза. Или, что страшнее, слова человека, достигшего пугающей ясности понимания собственной судьбы. Последняя запись о здоровье датирована июнем 2019 года. Врач сказал прямо, если я продолжу в том же темпе, у меня есть максимум год. Может, чуть больше, если повезет. Я не спросил, повезет кому, мне или тем, кто ждет моего конца. Странно, но после этих слов я почувствовал облегчение. Теперь хотя бы есть точка отсчета. Известная дата. Можно планировать. Чудовищная логика человека, превратившего даже собственную смерть в элемент стратегии. Но знал ли он тогда, что реальный конец придет не от болезни, а совсем с другой стороны? И можно ли было что-то изменить, если бы он понимал это раньше? Вспомните человека, которому вы доверяли безгранично. Того, кто знал ваши секреты, ваши слабости, ваши страхи, и никогда не использовал это против вас. А теперь представьте, вы узнаете, что этот человек все время работал против вас. Не из злобы, не из мести. Просто потому, что ему предложили лучшие условия. Именно так случилось с Чыныбаем Турсунбековым летом 2019 года. Юрист, оформлявший все его сделки последние 8 лет, человек, знавший каждую офшорную схему, каждый тайный контракт, каждый скелет в юридическом шкафу предпринимателя, этот человек, которого Турсунбеков считал частью своего внутреннего круга, передал копии всех ключевых документов третьей стороне. Как это обнаружилось? Случайно. В июле 2019 года Турсунбеков получил звонок от партнера из соседней страны. Разговор был кратким и холодным. «Мне сказали о твоих реальных цифрах по контракту от 2017 года», произнес партнер вместо приветствия. «Ты врал мне о своей марже. Сотрудничество закончено». Турсунбеков опешил. Те цифры знали только трое: он сам, бухгалтер и юрист. Бухгалтер, пожилая женщина, работавшая с ним 15 лет, практически член семьи. Она была исключена из подозрений автоматически. Оставался юрист. Молодой, амбициозный специалист, которого Турсунбеков когда-то вытащил из безвестности, дал работу, платил в 3 раза больше рынка, доверял как самому себе. Я позвонил ему сразу,
пишет предприниматель в дневнике той же ночью. Спросил напрямую: «Ты сливаешь мою информацию?» Он молчал 10 секунд. Потом сказал: «Чиныбай, я всегда был лоялен. Но мне предложили то, от чего я не мог отказаться. Не деньги. Безопасность. Мне сказали: или ты с нами, или ты потонешь вместе с ним. Я выбрал жизнь. Прости». И отключился. Эта запись — одна из самых страшных во всем дневнике. Не потому, что описывает предательство, предательства случались и раньше. Страшно другое — спокойствие, с которым юрист объяснил свой выбор. Без драмы, без оправданий, без попыток обелить себя. Просто деловое решение. Рациональный выбор между двумя вариантами будущего. Он даже не считал, что предает меня, пишет Турсунбеков дальше. Для него это было просто правильное решение в изменившихся условиях. Я не человек, которому он был обязан верностью. Я работодатель, который перестал быть выгодным. Вот и все. И знаете, что самое ужасное? Я понимаю его логику. На его месте я бы, возможно, поступил так же. Потому что я сам создал эту систему. Систему, где лояльность — это товар, у которого есть цена. А у каждого товара есть момент, когда его выгоднее продать, чем хранить. Осознание собственной вины в том, что с тобой сделали. Чудовищная ирония для человека, который всю жизнь считал себя жертвой системы, а в итоге понял, он сам был одним из строителей этой системы. Но кто стоял за этим предательством? Кто предложил юристу безопасность в обмен на информацию? Турсунбеков начал собственное расследование. Частные детективы. Проверка телефонных звонков юриста. Слежка. Результаты пришли через 2 недели и оказались еще более шокирующими, чем само предательство. Юрист контактировал с человеком из силовых структур, тем самым А.Б. из ранних записей дневника. Тем, кто летом 2017-го приходил к Турсунбекову поздней ночью и предлагал сделку, от которой нельзя отказаться. Круг замыкался. «Теперь я понимаю, что происходит», записывает предприниматель в августе 2019-го. «Меня не просто выдавливают из бизнеса. Против меня ведется спецоперация. Методичная, профессиональная, хладнокровная. Сначала изолировали от старых партнеров. Потом внедрили своих людей в окружение. Теперь собирают компромат, используя тех, кому я доверял. Это не бизнес-конкуренция. Это зачистка. Паранойя или точный анализ ситуации. С каждым новым фактом вторая версия становилась все более убедительной. Что чувствовал Турсунбеков, осознав масштаб заговора? Дневник дает ответ, от которого холодеет кровь. Я не злюсь на юриста. Злость — это эмоция, а здесь нет места эмоциям. Я даже понимаю А.Б., он просто делает свою работу. Разбирает чужую империю по кирпичикам, чтобы потом построить что-то свое на этих обломках. Это логично. Это рационально. Это наша реальность. Меня пугает другое, я не знаю, кто еще из моих людей уже работает на них. Телохранитель, который 10 лет прикрывал мне спину. Водитель, знающий все мои маршруты. Секретарь, через которую проходят все звонки. Жена, делящая со мной постель. Дети, которых я считаю самым дорогим в жизни. Где граница доверия? Или ее больше нет, и я уже окружен врагами, которые улыбаются мне в лицо, ожидая команды нанести последний удар? Это текст человека, живущего в аду собственной паранойи. Но самое страшное, он был прав больше, чем думал. В сентябре 2019-го Турсунбеков принял решение, о котором потом будет жалеть до последнего дня. Он решил проверить телохранителя, человека, которому доверял жизнь. Нанял частную контору, специализирующуюся на проверке лояльности сотрудников. Провокация, подставные встречи, тестовые ситуации.
Результат пришел через месяц, телохранитель чист. Ни малейших признаков двойной игры. Абсолютная преданность. Но Турсунбеков не поверил. Октябрь 2019-го, пишет он. Получил отчет по охраннику. Говорят, он лоялен. Но после истории с юристом я не верю никому. Даже отчетам, за которые сам заплатил. Потому что если система умеет вербовать моих людей, она умеет подделывать и отчеты о проверках. Я в ловушке. Если я ему доверяю, рискую жизнью. Если не доверяю, остаюсь один против всех. Третьего не дано. Параноидальная логика, разъедающая последние остатки здравого смысла. Трагедия человека, который больше не может отличить реальные угрозы от воображаемых, потому что реальность вокруг него стала настолько токсичной, что любое подозрение выглядит обоснованным. История с телохранителем закончилась разрывом. Турсунбеков уволил его в ноябре 2019 года. Без объяснений, без компенсаций, холодно и жестко. Человек, который 10 лет рисковал жизнью ради него, получил СМС с текстом: «Твои услуги больше не требуются. Не пытайся связаться». Телохранитель пытался дозвониться, писал, приезжал к особняку, его не пустили. Я видел его лицо через камеры видеонаблюдения, записывает Турсунбеков. Он стоял у ворот, растерянный, обиженный, не понимающий, что произошло. Ему хотелось объяснений. Но я не мог дать их, потому что сам не знал, виновен он или нет. Проще было удалить его из жизни. Как удаляют файл с компьютера, быстро, без эмоций, без последствий. Только потом понимаешь, удалил не файл. Удалил человека. Запись человека, осознающего чудовищность своих поступков, но не способного остановиться, потому что страх парализует сильнее совести. Но предательство юриста имело и практические последствия, выходящие за рамки эмоциональной травмы. Документы, которые он передал третьей стороне, содержали информацию о налоговых схемах Турсунбекова. В декабре 2019 в офис предпринимателя пришла проверка из Государственной налоговой службы. Внезапная, жесткая, целенаправленная. Проверяющие знали, где искать. Какие папки открывать. Какие вопросы задавать. Они пришли не проверять, пишет Турсунбеков в тот же вечер. Они пришли находить то, что им уже показали. Это был спектакль. Формальность. Юридическое оформление решения, принятого где-то наверху. Мне выставили претензии на сумму более $3 миллионов. Недоимки, штрафы, пени за 5 лет. Цифры взяты с потолка, но доказать это невозможно, потому что вся система против меня. Я могу платить. Вопрос не в деньгах. Вопрос в сигнале: тебя больше не защищают. Ты — мишень. И охота началась. Текст человека, понимающего, предательство одного юриста было не причиной, а инструментом. Настоящая причина лежала глубже, в изменении расклада сил, где Турсунбеков из полезного союзника превратился в ненужное звено, от которого пора избавляться. Мог ли Чыныбай Турсунбеков остановить этот процесс? Предотвратить предательство? Защититься от атаки? Или все было предопределено с того момента, как летней ночью 2017 года он согласился на сделку, от которой нельзя отказаться? Кому было выгодно падение Чыныбая Турсунбекова? Простой вопрос, на который нет простого ответа. Потому что в системе, где бизнес, власть и криминал переплетены так тесно, что границы между ними стираются, выгодоприобретателей может быть множество, и каждый играет свою партию в оркестре чужого уничтожения. Начнем с очевидного: деньги. После того, как предприниматель ушел из жизни в трагических обстоятельствах, его бизнес-империя была разделена между несколькими игроками. Строительные контракты перешли к компании, владелец которой имел тесные связи с правительственными структурами. Доля в телекоммуникационном бизнесе была выкуплена по смехотворной цене группой инвесторов, среди которых фигурировали родственники высокопоставленных чиновников.
Недвижимость в центре Бишкека, оформленная на офшорные компании Турсунбекова, через систему судебных решений оказалась в руках людей, чьи имена регулярно всплывают в расследованиях о коррупции. Совпадение. Или тщательно спланированная операция по захвату активов стоимостью более $50 миллионов. Финансовый аналитик, изучавший движение активов Турсунбекова после его смерти, описывает картину с профессиональным восхищением и человеческим ужасом одновременно. Это была идеальная зачистка. Юридически безупречная. Каждый шаг оформлен документами. Каждая сделка прошла через суды. На бумаге все выглядит законно. Но если посмотреть на хронологию, на цены сделок, на связи между покупателями, становится очевидно, это была координированная операция. Кто-то очень умный и очень влиятельный составил план дележа империи Турсунбекова еще до того, как сам Турсунбеков понял, что его уничтожают. План, в котором предпринимателю отводилась роль временного владельца активов, человека, который строит, развивает, создает стоимость, а потом уходит, оставляя все тем, кто имел реальную власть забрать. Цуи Бона. Кому выгодно? Всем, кто получил куски пирога, который пек Чыныбай Турсунбеков 25 лет. Но были ли только экономические мотивы? Или за уничтожением предпринимателя стояли причины более глубокие, политические, личные, связанные с борьбой за власть на самом верху? Дневник дает подсказки, но не дает ответов. Январь 2020 года, пишет Турсунбеков за несколько месяцев до трагедии. Встретился с человеком, который когда-то ввел меня в большую политику. Он выглядел усталым и напуганным. Сказал: «Чыныбай, ты знаешь слишком много. О деньгах, о схемах, о том, кто и сколько получал все эти годы. Пока ты был полезен, ты был защищен. Но ситуация изменилась. Новые люди пришли к власти. Старые связи больше не работают. Ты — живое доказательство коррупции прежнего режима. Тебя используют как символ. А символы имеют свойство становиться неудобными». Я спросил, что мне делать. Он пожал плечами: «Уезжай. Пока можешь». Почему Турсунбеков не уехал? Почему остался, зная, что петля затягивается? Дневник объясняет: я не могу уехать. Потому что если я уеду, они заберут все. Бизнес, деньги, недвижимость. Все, ради чего я жил четверть века. Но главное, они заберут мою семью. Жена и дети останутся здесь, в заложниках. Их будут использовать, чтобы заставить меня вернуться или молчать. Я в ловушке. И выхода из нее нет. Это была последняя запись, в которой Чыныбай Турсунбеков еще искал выход. Дальше в дневнике будут только записи человека, принявшего неизбежность своего конца и готовящегося встретить его с открытыми глазами. Представьте, вы — один из 5 человек, знавших все о Чыныбае Турсунбекове. Каждый медицинский диагноз, который он скрывал от мира. Каждую офшорную схему, каждый конверт с наличными, переданный в темном углу ресторана. Каждый страх, который не давал ему спать по ночам. Каждое имя в черном списке тех, кто мог его уничтожить. Теперь представьте, зима 2020 года, за окном метель, вы сидите в кабинете следователя, и вам предлагают сделку. Неофициальную, без документов, просто негромкий голос через стол говорит: «Расскажи нам все, что знаешь о Турсунбекове, и мы гарантируем твою безопасность». Откажешься, пойдешь вместе с ним. Вы смотрите в глаза этому человеку и понимаете, это не угроза. Это констатация факта, изложенная с деловой вежливостью. У вас есть 10 секунд на размышление. Что вы выбираете? Верность человеку, который платил вам зарплату, но использовал вас как инструмент в своих играх? Или собственное будущее, которое может оборваться завтра, если вы откажетесь говорить? Зимой 2020 года 4 из 5 ближайших соратников Турсунбекова сделали свой выбор. Они начали давать показания. Подробные, методичные, разрушительные.
что именно заставило этих людей, связанных с предпринимателем годами совместной работы, общими секретами, взаимной ответственностью, повернуться к нему спиной в самый критический момент? И кто был тот пятый, который отказался предать своего босса даже под угрозой тюрьмы? За 25 лет у власти над собственной бизнес-империей Чыныбай Турсунбеков физически изменился так, что старые фотографии и последние видеозаписи казались снимками двух разных людей. На черно-белой фотографии середины 90-х худощавый парень с горящими глазами, стоящий у прилавка на базаре, в дешевой куртке, с энергией молодости в каждом жесте. На видео января 2020 года грузный мужчина с тяжелым лицом, глубокими морщинами, прорезавшими лоб и щеки, с сединой в волосах и бороде, с усталостью в каждом движении. Словно не 25 лет прошло, а 50. Личный врач, дававший показания уже после трагедии, описывал физическое состояние Турсунбекова последних месяцев с профессиональной точностью и человеческим сочувствием. Его организм работал на пределе. Давление держалось на уровне 180/110, критические показатели, при которых каждый день может случиться инсульт. Сердечный ритм нестабильный, аритмия. Он принимал до 12 различных препаратов ежедневно, для сердца, для давления, снотворные, антидепрессанты. Это была химическая поддержка организма, который отказывался функционировать нормально. Но врач добавлял, лекарства лечили симптомы, не причину. Причина была в образе жизни, который разрушал Турсунбекова изнутри медленно, но неотвратимо. Походка изменилась, стала тяжелой, осторожной, как у человека, несущего невидимый груз на плечах. Водитель вспоминал, раньше он выходил из машины быстро, энергично, словно всегда опаздывал и каждая секунда на счету. В последние месяцы он выходил медленно, придерживаясь за дверцу, словно проверяя, выдержат ли ноги. Иногда останавливался на полпути к зданию, прикладывал руку к груди, замирал на несколько секунд. Я спрашивал, все ли в порядке. Он кивал, выпрямлялся и шел дальше, но я видел, каждый шаг дается с усилием. Взгляд тоже изменился. На старых фотографиях живой, цепкий, умеющий располагать к себе и одновременно оценивать собеседника в первые секунды встречи. На последних видео пустой, отстраненный, смотрящий куда-то сквозь камеру, сквозь людей, сквозь реальность, как будто человек уже частично ушел из этого мира, а тело продолжает механически выполнять привычные действия. Психолог, изучавший эти записи, говорил, это классические признаки глубокой депрессии и эмоционального выгорания. Человек перестает видеть смысл в том, что делает, но не может остановиться, потому что движение по инерции — единственное, что удерживает от полного распада. Руки дрожали. Сначала незаметно, потом все сильнее. Секретарь, проработавшая с Турсунбековым 7 лет, вспоминала момент, когда впервые это заметила. Февраль 2020 года. Он подписывал контракт, важный, на несколько миллионов долларов. Взял ручку, поднес к бумаге, и я увидела, рука дрожит так сильно, что подпись выходит неровной, дерганой. Раньше у него был красивый твердый почерк, размашистый, уверенный. А тут, как у старика с болезнью Паркинсона. Он заметил мой взгляд, резко положил ручку, сжал кулаки, подождал минуту и подписал снова. Но дрожь не прошла. Просто он научился подавлять ее усилием воли на короткие моменты. Врач объяснял, это не болезнь, это нервное истощение. Постоянный стресс разрушает нервную систему физически, и тремор рук — один из первых видимых симптомов. Турсунбеков пытался скрыть это, держа руки в карманах, за спиной, под столом. Но скрывать становилось все труднее, потому что тело отказывалось подчиняться приказам разума. Сон исчез полностью. Дневник фиксирует это с пугающей детальностью. Февраль, не помню какое число. 3-я ночь не сплю. Таблетки не помогают. Лежу с открытыми глазами, смотрю в потолок, думаю о том, что будет завтра, послезавтра, через месяц. Каждый раз сценарий хуже предыдущего. Пытаюсь думать о чем-то хорошем, не получается. Мозг зациклен на катастрофе. Словно внутри включен фильм ужасов на повторе,
и я не могу его выключить. Хроническая бессонница — не просто дискомфорт. Это медленное разрушение когнитивных функций. Память ухудшается, концентрация падает, способность принимать решения нарушается. Человек, который раньше мог одновременно вести 3 переговора и помнить детали контрактов 5-летней давности, начал забывать имена людей, с которыми встречался вчера. Он переспрашивал одно и то же по нескольку раз, говорит секретарь. Я говорила, Чинебай, я уже докладывала об этом утром. Он смотрел на меня растерянно и просил повторить. Это пугало, потому что видеть, как сильный умный человек теряет контроль над собственным разумом, страшно. Аппетит пропал. Повар особняка описывал, я готовил ему любимые блюда, плов, манты, лагман. Раньше он ел с удовольствием, просил добавку, хвалил. Последние месяцы тарелки возвращались почти нетронутыми. Я спрашивал у жены, может, он заболел? Она не знала. Она вообще мало что знала о том, что с ним происходит. Потеря веса стала заметна всем. Костюмы висели на нем мешком, лицо осунулось, скулы проступили резко. За 4 месяца, с декабря 2019 по март 2020, он потерял около 15 килограммов. Врач настаивал на обследовании, подозревая серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Турсунбеков отказывался. Какой смысл лечить тело, когда больна душа? Сказал он врачу, согласно записи в медицинской карте. Фраза, которую доктор запомнил, потому что она прозвучала не как жалоба, а как констатация факта, произнесенная спокойным голосом человека, принявшего свой диагноз. Можете ли вы представить, как выглядит человек, разрушающийся на ваших глазах? Не от болезни, не от несчастного случая, а от внутреннего давления системы, частью которой он сам был 25 лет? Чинебай Турсунбеков в начале 2020 года был живым памятником тому, во что превращается успешный предприниматель в стране, где бизнес невозможен без компромиссов с властью, а компромиссы с властью рано или поздно превращаются в петлю на шее. Его тело кричало о помощи языком симптомов, которые он игнорировал, потому что остановка означала признание поражения. А Турсунбеков всю жизнь был из тех, кто не сдается. Даже когда сдаваться — единственный способ выжить. Но разве можно винить человека за то, что он до последнего боролся? Или стоит спросить, против чего он боролся, против внешних врагов или против самого себя, против той системы ценностей, которую выстроил за годы работы в мире, где правила писались кровью и деньгами. В марте 2021 года, когда следователи вскрывали архивы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики, связанные с делом Турсунбекова, они обнаружили странную деталь. Часть документов отсутствовала. Не потеряна, не уничтожена по ошибке, именно изъята. Согласно описи, в деле должно было быть 217 страниц. По факту нашли 163. 54 страницы исчезли. Какие именно? Опись не детализировала содержание, только номера документов. Но один из следователей, работавший с делом в 2020 году, до изъятия, согласился дать анонимное интервью журналистам. Эти страницы содержали список. Фамилии, должности, суммы. Люди во власти, получавшие деньги от Турсунбекова последние 5 лет. Он был не просто предпринимателем. Он был кошельком для значительной части правящей элиты. Строил им дома, покупал машины, оплачивал обучение детей за границей, переводил деньги на офшорные счета. Это был не бизнес. Это была система кормления, где Турсунбеков играл роль банкомата. Зачем такой список хранился в архивах спецслужб? Затем же, зачем спецслужбы всегда собирают компромат для контроля? Для возможности надавить, когда понадобится. Для власти над теми, кто формально стоит выше. Но когда список стал опасен для тех, кто в нем фигурировал, он просто исчез. Кто распорядился изъять документы? Официального ответа нет. Неофициально, источники в правоохранительных органах указывают на приказ сверху, без конкретизации, кто именно отдал распоряжение.
Классический прием — размывание ответственности через анонимность команды. Но важнее другое. Что еще было в тех 54 страницах, кроме списка коррумпированных чиновников? Следователь продолжает. Там были копии дневника Турсунбекова. Те самые страницы, где он описывал механизмы схем. Как работала откатная система на госконтрактах. Как согласовывались процентовки. Кто был посредником между ним и высшими эшелонами власти. Имена. Конкретные даты сделок. Суммы, разбитые по получателям. Этот дневник был не просто личной исповедью, это было детальное руководство по коррупционной экономике целой страны. Документ, способный обрушить карьеры десятков политиков и чиновников. Именно поэтому он не мог остаться в открытом доступе. Именно поэтому 54 страницы исчезли так же бесследно, как оригинал самого дневника из сейфа. Но были ли копии? Турсунбеков писал в дневнике о страховке, о том, что в случае его смерти информация попадет в нужные руки. Блеф или реальность? Через год после трагедии в интернете появился анонимный сайт, просуществовавший ровно 48 часов, прежде чем его заблокировали. На нем были размещены сканы нескольких страниц, которые выглядели как фотографии рукописного текста. Почерк совпадал с образцами почерка Турсунбекова. Содержание взрывоопасное. Описание встречи с высокопоставленным чиновником, передача конверта с 50 тысячами долларов, обсуждение распределения процентов от госконтракта. Имена зашифрованы инициалами, но контекст позволял идентифицировать участников. Сайт исчез, но скриншоты разошлись по социальным сетям, прежде чем их тоже начали массово удалять. Кто разместил эти страницы? Один из соратников Турсунбекова, выполняющий последнюю волю покойного босса. Или кто-то из врагов, использующий мертвого предпринимателя как оружие в политической борьбе? Ответа нет. Есть только факт, информация всплыла, вызвала панику во властных кругах, была подавлена, но семена недоверия проросли. Народ увидел то, что всегда подозревал, но не имел доказательств. И пусть доказательства быстро стерли, осадок остался. Архивы хранят и другие тайны. Протоколы допросов соратников Турсунбекова, проведенных в феврале-марте 2020 года, содержат детали, которые не попали в официальные обвинительные документы. Почему? Потому что эти детали раскрывали масштаб системы, частью которой были не только Турсунбеков и его окружение, но и те, кто его расследовал. Секретарь, давшая наиболее полные показания, рассказала о системе черной бухгалтерии. 2 набора документов на каждую сделку, официальный, проходящий через банки и налоговые, с красивыми цифрами и правильными печатями. И реальный, хранящийся в сейфе, с настоящими суммами, процентовками, именами реальных получателей денег. «Я вела оба комплекта», — говорила секретарь следователю. Официальные документы для проверок. Реальные, для него и для тех, кто наверху. Это была страховка, если они попытаются его сдать, он предъявит реальные документы и утянет за собой всех. Взаимное гарантированное уничтожение, как во времена холодной войны с ядерным оружием. Только здесь оружие, бумаги с цифрами и подписями. Где эти документы сейчас? Сгорели при пожаре в офисе Турсунбекова за неделю до обыска? Или были изъяты теми же людьми, что забрали дневник из сейфа и страницы из архивов спецслужб? Система работала на уничтожение улик так же методично, как раньше работала на создании коррупционных схем. Каждый след, каждое доказательство, каждое свидетельство неудобной правды стиралось с профессиональной тщательностью. Но абсолютной чистоты добиться невозможно. Всегда остаются осколки, случайно уцелевшие детали, люди, видевшие больше, чем должны были. Водитель Турсунбекова хранил у себя дома флешку с записями видеорегистратора машины за последние полгода работы. На этих записях маршруты, остановки, встречи. Люди, садящиеся в машину к Турсунбекову для конфиденциальных разговоров по дороге. Здания, к которым подъезжали глубокой ночью. «Я копировал записи каждую неделю», — рассказывал водитель. Не для шантажа. Для собственной безопасности.
Понимал, если что-то случится с боссом, меня могут обвинить в соучастии. Эта флешка — мое алиби, доказательство, что я просто выполнял приказы, возил его туда, куда велел. После трагедии водитель отдал копию записи следователям. Затем оригинал — журналистам. Затем флешка таинственно пропала из его дома при обстоятельствах, которые водитель описывает как визит людей в штатском, очень вежливых, но очень настойчивых. Но к тому моменту журналисты уже успели опубликовать несколько кадров, размытых, снятых ночью, но достаточно четких, чтобы опознать лица. Лица людей, которые публично отрицали какие-либо связи с Турсунбековым, но на видео садились к нему в машину для часовых разговоров с затонированными стеклами. Архивы, документы, записи, свидетельства — все это осколки правды, которую пытались похоронить вместе с Чыныбаем Турсунбековым. Но правда имеет странное свойство. Ее можно подавить, но не уничтожить полностью. Она просачивается сквозь трещины системы, всплывает в самых неожиданных местах, говорит голосами людей, которые слишком много видели, чтобы молчать. Вопрос не в том, существует ли правда о последних годах жизни Турсунбекова. Вопрос в том, готово ли общество ее услышать. Готова ли власть допустить, чтобы эта правда стала достоянием общественности? И главное, остались ли еще люди, достаточно смелые, чтобы рискнуть своей безопасностью ради раскрытия того, что произошло на самом деле? Потому что история Турсунбекова — это не история одного человека. Это зеркало, в котором отражается целая система. И многие из тех, кто смотрит в это зеркало, не любят то отражение, которое видят. Именно поэтому зеркало пытаются разбить. Но осколки остаются. И каждый осколок все еще отражает правду. Пусть искаженную, неполную, но правду. Кто решится собрать эти осколки в целую картину? И что произойдет с тем, кто осмелится это сделать? После смерти Чыныбая Турсунбекова один человек получил все. Не сразу, не демонстративно, не так, чтобы можно было прямо указать и сказать: вот он, главный выгодополучатель трагедии. Нет, процесс был растянут во времени, размыт через множество подставных лиц, офшорных компаний, юридически безупречных сделок, каждая из которых в отдельности выглядела нормальной рыночной операцией. Но если свести все воедино, проследить цепочки собственности, связи между компаниями-покупателями, движение денег через банковскую систему 3 стран, картина становится кристально ясной. Основные активы империи Турсунбекова оказались в руках человека, чье имя в дневнике предпринимателя фигурирует под инициалами А.Б. Того самого, кто приходил летней ночью 2017 года предлагать сделку, от которой нельзя отказаться. Того, кто вербовал соратников Турсунбекова, превращая их в источники информации. Того, кто методично выстраивал операцию по зачистке неугодного предпринимателя на протяжении 3 лет. Совпадение? Или тщательно спланированный захват чужой собственности под прикрытием закона? Кто такой А.Б? Следователи и журналисты, работавшие с материалами дела, уверены, речь идет о высокопоставленном сотруднике силовых структур, человеке с огромным влиянием в правоохранительной и судебной системе. Имя не называется публично, законы о защите персональных данных, опасность судебных исков за клевету и, что важнее всего, опасность для самих журналистов, которые осмелились бы указать конкретно. Но в закрытых беседах, в неофициальных разговорах, в шепоте коридоров власти все знают это имя. Человек, который в момент трагедии Турсунбекова занимал должность, дававшую доступ к оперативной информации, контроль над следственными процессами, возможность влиять на судебное решение. Человек, который за год до событий начал активно инвестировать в бизнес через родственников, через партнеров, через офшорные структуры. Человек, чей капитал за 3 года вырос в разы, и основная часть этого роста пришлась именно на период уничтожения Турсунбекова. Случайность. В стране, где случайностей не бывает, когда речь идет о десятках миллионов долларов. Проследим экономический след. Первое — строительный бизнес. У Турсунбекова была компания, выполнявшая госконтракты на строительство школ, больниц, дорог. Прибыльная, стабильная, с портфелем заказов на 3 года вперед. Через полгода после трагедии компания обанкротилась,
формально из-за долгов перед банками и налоговой. Активы, оборудование, офисы, контракты были проданы с молотка. Купила их компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Реальный владелец. Через 3 уровня подставных фирм выходим на родного брата А.Б. Второе. Недвижимость. Турсунбеков владел десятком коммерческих объектов в центре Бишкека. После его смерти началась серия судебных процессов, кредиторы требовали погашения долгов, недвижимость арестовывалась, выставлялась на торги. Покупателем большей части стала инвестиционная компания из Казахстана. Директор компании — бывший коллега А.Б. по службе, человек, с которым они начинали карьеру в одном подразделении 20 лет назад. Третье — доля в телекоммуникационном бизнесе. Турсунбеков владел пакетом акций провайдера, занимавшего 3-е место на рынке страны. Наследники попытались продать пакет открыто, но сделка сорвалась из-за юридических сложностей. Через год пакет за треть реальной стоимости выкупила компания, бенефициаром которой оказался племянник А.Б. Что его семья знала о том, что происходит на самом деле. Жена Чыныбая Турсунбекова, женщина, прожившая с ним 23 года, родившая 3 детей, делившая с ним постель, стол и крышу над головой, впервые за все это время согласилась дать интервью. Не перед камерами, она отказалась показывать лицо, боясь за безопасность детей. Голос через телефон, записанный на диктофон, дрожащий, то затихающий до шепота, то срывающийся на высокие ноты. «Я не знала», первое слово, которое она произносит, и затем повторяет их снова и снова, как заклинание, которое должно защитить от обвинений. «Я не знала, чем он занимается. Не знала, откуда деньги. Не знала, с кем он встречается по ночам. Он приходил домой усталый, молчаливый, закрывался в кабинете до рассвета. Я думала, работает. Строит будущее для нас. Для детей. Ложь или правда? Психологи, слушавшие запись, расходятся во мнениях. Одни говорят, она действительно не знала, мужчины такого типа мастерски разделяют жизнь на отсеки, не допуская семью в грязные углы бизнеса. Другие утверждают, невозможно не замечать, когда рядом с тобой человек разрушается, когда ночами в его кабинете слышны шаги, когда он худеет на глазах, когда дрожат руки, когда взгляд становится пустым. Она знала, что что-то не так. Просто предпочла не задавать вопросы, на которые боялась услышать ответы. Последние полгода он почти не разговаривал со мной, продолжает она, и голос ее ломается. Приходил, целовал детей, садился за стол, смотрел в тарелку, не притрагиваясь к еде. Я спрашивала, что случилось? Он отвечал, ничего. Устал. Я верила. Потому что хотела верить. Потому что если бы я задала настоящий вопрос, что ты от меня скрываешь? Боюсь, ответ разрушил бы все, во что я верила 23 года. Трагедия женщины, которая любила не человека, а образ, созданный этим человеком для ее комфорта. И когда образ начал трещать по швам, она отворачивалась, цепляясь за иллюзию, потому что реальность была слишком страшной. Дети знали еще меньше. Старший сын, 22 лет, студент престижного европейского университета, узнал о трагедии из новостей. Звонок от матери пришел через час после того, как информация появилась в интернете, и к тому моменту он уже прочитал заголовки, увидел фотографию отца рядом со словами, которые не укладывались в сознание. «Я не мог поверить», — говорит он в интервью, данном год спустя, лицо скрыто, голос изменен. «Отец для меня был героем. Человек, который из ничего построил империю, который помогал людям, строил школы, жертвовал на благотворительность. А тут обвинения в коррупции, связях с криминалом, схемах с откатами. Я думал, это ошибка, клевета, политическая расправа. Потом начал копать. Читал материалы следствия, свидетельства, документы. И понял, я не знал своего отца. Вообще. 22 года жил с человеком, о котором ничего не знал. Дочь, 18 лет, вообще отказалась говорить с журналистами.
Закрылась в комнате на 3 дня после трагедии, не ела, не пила, не отвечала на звонки. Младший сын, 16 лет, попал в больницу с нервным срывом. Семья, которая выглядела идеальной на фотографиях в глянцевых журналах, рассыпалась за одну ночь. Не от горя. От шока, от осознания, что вся их жизнь была построена на лжи. Но было ли это только ложью? Или Турсунбеков действительно любил семью, просто не знал, как защитить их от правды о себе? В дневнике есть запись, сделанная за 2 месяца до трагедии в феврале 2020-го. Последняя запись, где упоминается семья. Сегодня дочь спросила, почему я всегда грустный. Я сказал, не грустный, просто задумчивый. Она обняла меня и прошептала, «Папа, что бы ни случилось, и я тебя люблю». Я не смог ответить. Просто держал ее, и слезы сами текли по щекам, хотя я не плакал много лет. Она не поняла, почему я плачу. Подумала, что я растроган ее словами. А я плакал, потому что знал, через несколько месяцев она узнает правду. И эти слова «я тебя люблю» превратятся в ненависть. Или, что хуже, в стыд. Стыд за отца, который не оправдал ее веры. Текст человека, который любил детей так сильно, что боль предательства их доверия была сильнее страха собственной гибели. Но любви оказалось недостаточно, чтобы остановиться, чтобы выбрать семью вместо бизнеса, вместо системы, которая пожирала его изнутри. Жена нашла дневник случайно. Не в сейфе, тот вскрыли следователи. В ящике письменного стола, между старыми газетами и счетами. Несколько вырванных страниц, которые Турсунбеков, видимо, держал отдельно. Зачем, неизвестно. Может, собирался уничтожить. Может, хотел, чтобы кто-то нашел после него. На этих страницах его прощальное письмо. Не адресованное никому конкретно, просто текст в пустоту, слова человека, говорящего с призраками своего будущего. Если вы читаете это, значит, меня уже нет. Я не знаю, как именно все закончится, но я знаю, что конец близок. Я чувствую его приближение каждую ночь, каждое утро, каждый раз, когда открываю глаза и понимаю, еще один день в этом аду. К жене и детям, простите меня. Я хотел дать вам лучшую жизнь и дал. Но ценой стала моя душа, и теперь, когда счет предъявлен, я понимаю, цена была слишком высока. Вы будете жить дальше. Вы забудете меня или возненавидите. Оба варианта справедливы. Я не прошу прощения, потому что то, что я сделал, непростительно. Прошу только одного, не повторяйте моих ошибок. Не гонитесь за деньгами так, чтобы потерять себя. Не стройте империи на костях собственной совести. Не верьте системе, которая обещает защиту в обмен на лояльность, она предаст в первую секунду, когда ты станешь неудобным. Могла ли семья спасти Чыныбая Турсунбекова? Если бы жена настояла на отъезде. Если бы дети сказали, бросай все, уезжаем, нам не нужны деньги, нужен ты. Или было уже поздно, и петля затянулась так, что никакие слова любви не могли ее разрезать. Под резиденцией Чыныбая Турсунбекова существовали помещения, о которых даже архитекторы, строившие особняк в 2007 году, не знали. 2 подвальных уровня, официально зарегистрированные в проекте как технические помещения для коммуникаций и хранения. Но за фальшивой стеной в дальнем углу нижнего подвала была дверь. Стальная, замаскированная под бетонную панель, с электронным замком и кодовым доступом. За дверью — туннель. Узкий, облицованный бетоном, с освещением и вентиляцией, тянущийся под землей на 200 метров. Выход — в подвале заброшенного складского здания на соседней улице. Кто строил этот туннель? Официальных документов нет. Рабочие, нанятые для этой работы, были из другой страны, въехали по туристическим визам, работали ночами, уехали сразу по завершении, получив оплату наличными. Никаких следов. Никаких свидетелей, которых можно было бы найти спустя годы. Охрана знала о туннеле, точнее, знала 2 из команды телохранителей.
те, кого Турсунбеков считал самыми надежными. План был прост: в случае угрозы немедленная эвакуация через подземный маршрут. На выходе из туннеля, в гараже складского здания, постоянно стоял автомобиль с полным баком, комплектом фальшивых документов, наличными в 3 валютах. Запасная одежда. Медикаменты. Базовое оружие. Все, что нужно для экстренного бегства. Он проверял этот маршрут каждый месяц, рассказывает один из бывших охранников, согласившийся говорить анонимно. Спускался в туннель, проходил до конца, проверял машину, возвращался. Делал это сам, без нас. Параноик. Может быть. Но в нашей стране паранойя — это не болезнь. Это здравый смысл. В последние месяцы, с осени 2019-го, частота проверок увеличилась. Турсунбеков спускался в туннель дважды в неделю, иногда ночами, проводя там по часу. Что он делал в темном подземном коридоре один? Охранники предполагали, тренировал себя, готовил психологически к моменту, когда придется действительно бежать. План побега был детально продуман. 3 этапа. Первый — эвакуация через туннель, выход на поверхность через складское здание, посадка в машину. Время — максимум 15 минут с момента тревоги. Второй — движение по заранее разведанному маршруту к границе с Казахстаном. Избегание основных трасс, проверок, использование грунтовых дорог через горные районы. Время — 6 часов до пересечения границы в точке, где пограничный контроль минимален, охрана покупается за сумму, заранее согласованную с посредниками. Третий — переезд через Казахстан в Россию, оттуда рейсом в Турцию, где на счетах ждали деньги, в отелях забронированные номера на чужое имя, в юридических конторах готовые документы для запроса политического убежища. Идеальный план. На бумаге. Но реальность редко следует бумажным планам. Главная проблема любого плана побега, объясняет эксперт по безопасности, работавший консультантом в подобных делах, не логистика. Логистику можно продумать до мелочей. Проблема — момент принятия решения. Когда именно бежать? Слишком рано, выглядишь виноватым, подтверждаешь обвинение, теряешь все, что можно было спасти дипломатией. Слишком поздно, упускаешь момент, тебя блокируют, и план становится бесполезен. Турсунбеков колебался. Дневник фиксирует эти колебания с мучительной ясностью. Декабрь 2019-го. Сегодня чуть не запустил план. Получил информацию, что завтра могут прийти с обыском. Спустился в туннель, дошел до машины, сел за руль. Сидел 10 минут, держа ключ в замке зажигания. Рука дрожала. Не мог повернуть ключ. Думал о жене, детях, о том, что если я уеду, они останутся здесь заложниками. Думал о деньгах, бизнесе, о том, что если я уеду, они заберут все, и 25 лет труда превратятся в ноль. Думал о том, что если я останусь, может, и еще можно договориться, откупиться, найти компромисс. В итоге вернулся наверх. Обыск не состоялся. Информация оказалась ложной тревогой. Но я понял, я не смогу уехать. Потому что бегство означает признание поражения. А я всю жизнь учился не сдаваться. Трагическая ошибка человека, для которого гордость оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Или, возможно, не ошибка. Возможно, осознанный выбор остаться и встретить конец лицом к лицу, вместо того, чтобы провести остаток жизни в бегах, оглядываясь через плечо, живя под чужим именем в чужой стране. Но был ли план реально осуществим? Или это была иллюзия контроля, последняя соломинка, за которую цеплялся тонущий? Пограничники на казахстанской границе, которым якобы были заплачены деньги за пропуск без вопросов, после трагедии давали показания следствию. Да, был договор. Человек по имени Марат, работавший на Турсунбекова, передал нам конверт. $10 000. Сказал, если босс приедет в любое время дня и ночи, пропустить без досмотра, без записи в журнале, как будто его не было. Мы согласились.
Деньги взяли. Но через неделю к нам приехали люди из службы безопасности. Объяснили, если Турсунбеков попытается пересечь границу, задержать и немедленно сообщить. Мы поняли, ставка изменилась. 10 тысяч — это хорошо, но свобода и жизнь лучше. Если бы он приехал, мы бы его сдали. Предательство было заложено в сам план. Система, которую Турсунбеков считал купленной, на самом деле принадлежала тем, кто стоял выше него. И в момент, когда план понадобился бы реально, он бы не сработал. Туннель привел бы не к спасению, а в еще более эффективную ловушку. Турсунбеков понимал это. Судя по последним записям, да. Январь 2020-го. Перепроверил все элементы плана. Машина на месте. Деньги на счетах. Документы готовы. Контакты на связи. Но интуиция говорит, что-то не так. Слишком гладко. Слишком удобно. Словно кто-то позволяет мне верить, что у меня есть выход, чтобы я не предпринимал других действий. Чтобы я был спокоен, предсказуем, управляем. А когда придет момент, выход окажется фальшивым, дверь в никуда. Пророческие слова. Человек, осознавший, что его собственный план побега — часть чужого плана по его поимке. Но что он мог сделать с этим знанием? Придумать новый план. Но как придумать план побега, когда каждый твой шаг отслеживается, каждый твой человек может быть агентом противника, каждая твоя мысль, возможно, уже известна тем, кто готовит твой финал? Туннель под резиденцией так и не был использован по назначению. После трагедии его обнаружили следователи, вскрыли, исследовали, опечатали. Машина на складе была изъята, деньги заблокированы, фальшивые документы приобщены к делу как доказательство планируемого бегства от правосудия. План побега стал доказательством вины. Подготовка к спасению обернулась еще одним гвоздем в крышку гроба репутации. Потому что в системе, где правила пишут твои враги, даже твои попытки защититься используются против тебя. И вопрос остается, мог ли Чыныбай Турсунбеков спастись, если бы решился бежать раньше? Или его судьба была предрешена с того момента, как он согласился играть в игру, правила которой не контролировал? Март 2020 года начинался как обычный месяц в жизни Чыныбая Турсунбекова, насколько слово «обычный» применимо к существованию человека, живущего в постоянном ожидании катастрофы. Утро 15 марта. Он проснулся в 6 часов утра не от будильника, а от бессонницы, которая не отпускала третью ночь подряд. Таблетки перестали помогать, или он перестал их принимать, точно неизвестно. Встал, посмотрел в окно. Серое небо над Бишкеком, мартовская слякоть, тот переходный период между зимой и весной, когда природа не может определиться, и погода меняется по 3 раза за день. Символично, подумал Турсунбеков, глядя на размытый дождем город. Его жизнь тоже застряла в переходном периоде, между прошлым, которое уже умерло, и будущим, которое еще не наступило. Спустился на кухню. Жена уже проснулась, готовила завтрак. Они обменялись приветствиями, короткими, формальными, без теплоты. За 23 года брака они научились быть вежливыми чужими людьми под одной крышей. Он выпил кофе, не притронувшись к еде. Взял телефон. 23 пропущенных звонка. 56 непрочитанных сообщений. Ни один из звонков не был важным настолько, чтобы перезванивать. Все сообщения — рутина, мелочи, вопросы, которые не имели значения в контексте того, что надвигалось. 10 часов утра. Встреча с адвокатом в офисе. Турсунбеков приехал на своей машине, последние месяцы предпочитал водить сам, не доверяя даже водителю. Адвокат разложил на столе документы. Налоговые претензии. Судебные иски. Требования кредиторов. Стопки бумаг, где каждая страница была еще одним обвинением, еще одним ударом по империи, которую он строил четверть века. «Чыныбай, ситуация критическая», — говорил адвокат, и голос его был усталым, почти безнадежным. «Мы можем тянуть время, оспаривать каждое решение, но итог предрешен.
Система против вас. Все судьи получили сигнал сверху. Это уже не правовое поле. Это политическая зачистка. Турсунбеков слушал молча, глядя в окно. За стеклом обычная городская жизнь. Люди спешат по делам, машины стоят в пробках, где-то строится новое здание, где-то сносится старое. Жизнь продолжается. И его жизнь заканчивается. «Сколько времени?» — спросил он. Адвокат замялся. «Месяц, может, 2. Потом либо арест, либо...» Он не закончил фразу. Не нужно было. Оба понимали, что означает это «либо». Час дня. Турсунбеков вернулся домой. Поднялся в кабинет. Закрыл дверь. Достал дневник, уже не тот, что хранился в сейфе, а новую тетрадь, которую он начал вести после того, как понял, что старый дневник, возможно, уже прочитан чужими глазами. Последняя запись. Последние слова человека, который еще жив, еще дышит, еще надеется, но уже знает, что надежда — это иллюзия, подброшенная ему, чтобы он не сопротивлялся до конца. 15 марта 2020 года. Адвокат сказал, месяц или 2. Но я знаю, что меньше. Я чувствую это. Колесо уже запущено, и остановить его невозможно. Я проиграл. Ни в одной битве, в войне. Проиграл не врагам, системе, частью которой сам был. Ирония в том, что я помогал строить эту систему, думая, что строю защиту для себя. А построил гильотину, и теперь моя голова на плахе. Он закрыл тетрадь. Спрятал в ящик стола. Не в сейф, туда придут первыми. В ящик, между старыми газетами. Может, кто-то найдет. Может, нет. Уже не важно. Вечер того же дня. Турсунбеков спустился к семье. Ужин. Жена, 3 детей за столом. Попытка нормальности в ненормальной ситуации. Он смотрел на них, жену, которая все еще верила, что их жизнь можно спасти. Старшего сына, мечтающего пойти по стопам отца в бизнес. Дочь, готовящуюся к выпускным экзаменам. Младшего сына, увлеченного компьютерными играми, живущего в своем виртуальном мире, не замечая, как разваливается мир реальный. Он хотел сказать им что-то важное. Прощальное. Но не мог подобрать слов. Как объяснить детям, что их отец не герой, которым они его считали? Как сказать жене, что все эти годы комфорта были построены на лжи? Он молчал. Ел медленно, механически, не чувствуя вкуса. После ужина поднялся в кабинет. Сел у окна. Смотрел на ночной город. Огни в окнах. Жизнь, продолжающаяся без него. И впервые за много лет почувствовал не страх. Не злость. Не отчаяние. Пустоту. Ощущение, что внутри него больше ничего нет. Выгорело. Израсходовано. Закончилось. Следующие дни — размытое пятно в воспоминаниях тех немногих, кто видел Турсунбекова в последние мартовские дни. Он почти не выходил из дома. Не отвечал на звонки. Не встречался с партнерами. Жена говорила потом следователям, он словно прощался. С домом, с вещами, с жизнью. Ходил по комнатам, трогал мебель, смотрел на фотографии на стенах. Я спрашивала, что случилось. Он улыбался и говорил, ничего. Просто вспоминаю. Вспоминаю, что. Он не объяснял. Теперь я понимаю, он прощался. Один из последних визитов к матери в село. Старая женщина, пережившая мужа, живущая одна в доме, который Чаныбай построил для нее на деньги от первых успешных сделок. Он сидел с ней весь день. Они почти не разговаривали, просто сидели рядом, пили чай, смотрели в окно на горы. Мать держала его за руку, и он не отнимал.
Когда уезжал вечером, она сказала: «Сынок, что бы ни случилось, я горжусь тобой». Он кивнул, не в силах ответить. Это была последняя встреча. Через неделю ей позвонят с сообщением, от которого ее сердце остановится на несколько секунд. Но пока она стояла у ворот, махая вслед его машине, и он видел в зеркале заднего вида ее маленькую фигуру, становящуюся все меньше, пока не исчезла за поворотом. 22 марта 2020 года. Последний день земного пути Ченыбая Турсунбекова начался как обычно: бессонная ночь, серое утро, пустой взгляд в зеркало. Человек, смотревший на него из отражения, был чужим. Осунувшееся лицо, глубокие морщины, седина, тяжелые мешки под глазами. 52 года, а выглядел на 70. «Это не я», — подумал он, и это была не метафора. Он действительно не узнавал себя. Тот парень с базара, который 30 лет назад мечтал разбогатеть и жить счастливо, умер где-то по дороге. И этот человек в зеркале — не результат мечты. Это цена за ее достижение. Он оделся. Спустился. Вышел из дома. Сел в машину. Поехал. Куда? Никто точно не знает. Камеры зафиксировали его автомобиль на выезде из города. Последняя запись: около полудня, машина движется по горной дороге. Дальше — тишина. Официальная версия гласит: несчастный случай. Детали не разглашаются из уважения к семье. Неофициальные версии множественны, противоречивы, недоказуемы. Его земной путь оборвался в тот полдень где-то в горах, вдали от города, от семьи, от людей. Один. Как и прожил последние годы, в абсолютном одиночестве среди толпы. Что стало с теми, кто окружал Ченыбая Турсунбекова? Семья распалась, как карточный домик под порывом ветра. Жена с детьми уехала из страны через полгода после трагедии, официально на лечение младшего сына, неофициально навсегда. Особняк опустел, зарос сорняками, окна заколочены. Местные жители обходят его стороной, рассказывая туристам легенды о проклятом доме богача, который забыл, откуда пришел. Старший сын бросил университет, сменил фамилию, пытается начать жизнь заново под другим именем в другой стране. Дочь закончила школу дистанционно, в интервью говорит: «Я больше не дочь Ченыбая Турсунбекова. Я просто человек, пытающийся жить с грузом чужих ошибок на плечах». Младший сын проходит терапию у психолога, учится принимать прошлое, которого не выбирал. Мать Ченыбая пережила сына на 2 года, сердце не выдержало горя. Ее похоронили в родном селе, рядом с мужем, и на похоронах было больше людей, чем на похоронах самого Ченыбая. Потому что старуху любили просто так, за доброту и щедрость. А ее сына боялись, уважали, использовали, но любили ли — вопрос без ответа. Те, кто предал Турсунбекова, получили свои 30 серебряников и разошлись по жизни с грузом, который когда-нибудь потребует расплаты, если не от закона, то от совести. Юрист, сливший документы, получил должность в крупной государственной корпорации, работает, живет комфортно, не дает интервью. Соратники, давшие показания, один за другим покинули страну, кто в Россию, кто в Казахстан, кто дальше. Говорят, что люди, предавшие один раз, редко находят покой, потому что знают: если предал ты, предадут и тебя. Живут, оглядываясь, ожидая звонка, стука в дверь, момента, когда система, которой они служили, решит, что они знают слишком много. Что стало с А.Б., человеком, которому было выгодно падение Турсунбекова? Он поднялся по карьерной лестнице. Получил активы. Расширил влияние. Построил империю на обломках чужой. Сегодня его имя произносят с таким же придыханием, с каким когда-то произносили имя Турсунбекова. И где-то в тенях уже готовится тот, кто сделает с ним то же самое, что он сделал со своим предшественником. Потому что колесо истории крутится. И никто не вечен на вершине. История Ченыбая Турсунбекова закончена.